За прошедший год в суды общей юрисдикции республики поступило больше 45 тысяч судебных дел. Это почти на 5 тысяч материалов меньше, чем в 2016-м. Из них более 800 уголовные, более 10 тысяч дел об административных правонарушениях и 26 тысяч гражданских и административных дел. Такие итоги деятельности подводит председатель регионального Верховного суда на расширенном заседании судей республики. Всего рассмотрено 827 уголовных дел в отношении 851 лица. Из них осуждено 680 человек. Это 79, почти 80% от общего количества лиц. Оправдано 11 человек. Прекращено дело в отношении 140 лиц. Это 16,5%. В отношении остальных лиц принято решение, предусмотренное законом. 20% из общего числа уголовных дел связаны с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. 16%, что не удивляет, свидетельствует о нарушении ПДД. А вот список гражданских и административных дел возглавляют споры, возникающие на рабочем месте. Число гражданских административных дел судами общей юрисдикции окончено по первой инстанции 26 756. Это на 7135 дел меньше, чем в предыдущем периоде. Снижение количества рассмотрения дел, как показывает анализ, обусловлено тем, что сократилось количество обращений граждан, вынужденных переселенцев за защитой своих прав в соответствии с федеральной программой и программой республики. Предоставление им жилья, вот эта программа закрыта. Но главное, что абсолютное большинство, а это 96% поступивших дел, рассмотрено в законные сроки. Глава региона, выступая перед судебным сообществом, напомнил, на чем основывается правосудие. Судьи должны взвешивать ситуацию и анализировать ее со всех углов, слушать и слышать каждую сторону. Нарекания, жалобы были, есть и будут. Без этого нельзя. Это есть всегда прав, неправ. Не может такого быть, что прокуратура работала хорошо, а судебная система плохо. Или власть в целом работает хорошо с парламентом, а вот другие ветви плохо. Так не бывает. Мы все одно единое целое, и все мы заточены на то, чтобы сделать лучше, сделать больше, ну и поддерживать порядок в нашей республике. В свою очередь за добросовестный труд судей поблагодарил и федеральный инспектор по региону, отметив положительные тенденции в их работе. Не было в приемной президента и на имя полпреда ни одной жалобы на решение судей Республики Ингушетия. Раньше они были. Это говорит о чем? Это говорит о том, что как раз вот доверие к судейскому корпусу выросло у народа, они доброго царя не ищут, обращаются в соответствующие инстанции, в апелляционную, в кассационную, за что вам большое спасибо. С 1 июня 2018 в соответствии с федеральным законом районные суды будут рассматривать уголовные дела с участием присяжных заседателей. Речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях. Еще одно изменение – сокращение числа кандидатов в присяжные. Подготовили списки присяжных заседателей для наших судов, чтобы 1 июня 2018 года наши районные суды могли рассматривать ту категорию дел, которая законом предусмотрена с участием присяжных заседателей. 6 присяжных заседателей должно быть в районном суде, когда рассматривается. Но отбираются они из определенного списка, который утвержден исполнительной властью. Особое внимание глава региона призвал судебное общество обратить на случаи спорных земельных вопросов, особенно в столице региона, а также делам, связанным с экстремизмом и пособничеством участникам МВФ. А подводя итоги заседания, Юнусбек Евкуров поблагодарил судей за достигнутые успехи. По его мнению, это результат слаженной работы всех структур власти. Хади Добрива, Рамзан Миржоев, Новости 24.